Меня зовут Ярхамов Ильнур, и с вами проект «Татары мира». Татары Благоварского района Башкортостана возмущены наглым грабежом их исторической памяти, их знакового исторического героя. Банда малевичей-мародеров, как мы их называем, решили присвоить себе героя гражданской войны генерала Хаджи Ахмета Ишбулатова. В конце августа в Благоварском районе прошло мероприятие Шажара Байрамы, посвященное 170-летию со дня рождения генерала Ишбулатова. Прежде чем я вам расскажу об интересной личности генерала Ишбулатова, о его взглядах, о его вкладе в деле создания Республики Башкортостан, давайте разберемся, кто же на самом деле сегодня проживает в его родном районе, Благоварском районе. Это миссионер Рафиль Асылгужин во время Шажара Байрамы сообщает, кем на самом деле являются якобы жители района. Основная часть Благоварского района находится в зоне расселения рода Канглы. 80% жителей Благоварского района являются потомками рода Канглы. На этом родоплеменной бред Асылгужина не заканчивается. Он выпендривается, красуется, что является представителем рода Минг. Ну и генерал Ишбулатов его сородич. Я, говорит сам о себе Асылгужин, представитель племени одного из крупнейших родовых групп башкир, рода Минг. Частью нашего рода является Сарайла Минг. Юго-восточная часть Благоварского района как раз входит в зону расселения такого рода Сарайла Минг, нашего родового подразделения, откуда и родом генерал Ишбулатов. Вообще, такие рассуждения без смеха очень тяжело воспринимать. Это чем-то похоже на то, как я в детстве, да и вообще мое молодое поколение, соревновались друг с другом, кто к какому виду мутантов Людей Икс, например, относится. Мы еще между собой спорили, где круче быть, в Лиге Справедливости вместе с Бэтменом и Суперменом или в команде Мстителей, Железным Человеком и Человеком-пауком. Но года идут, мы взрослеем, и уже больше в такие детские игры не играем. Но, видимо, у Рафиля Асылгужина в одном месте, ну вы знаете в каком месте, детство застряло. Более того, оказывается, за право присвоить себе генерала Ишбулатова между этномародерами есть разборки и конкуренция. Сейчас есть споры, в том числе по генералу Ишбулатову. Есть сведения, что он, возможно, из рода Уран, поскольку в его шажаре написано, что они, Ишбулатовы, из деревни Ивкинеева, нынешнего Янаульского района. А это относится к роду Уран. Как бы то ни было, мы, минцы, его считаем своим, уранцы его считают своим. Асылгужин, конечно, на всякий случай проговорил еще во время Шажара Байрама, что мишари тоже могут предъявить свои претензии на славное имя генерала Ишбулатова. Ну, правильно, записи ревизских сказок об Ишбулатовых и их родовых сел просто так ведь не вычеркнешь. Итак, кто же на самом деле проживает сегодня в Благоварском районе? Вопрос этот, к сожалению, омрачен бессовестными попытками башкиризировать местное татарское население вот уже как на протяжении многих десятилетий. Перед вами таблица результатов переписи населения Благоварского района с 1939 года по 2010 год. Обратите внимание, что в 1939 году татар в Благоварском районе было больше почти в 5 раз. 48% татар и 10% башкир. Резкое изменение численности татар и башкир, изменение их соотношения началось в 1959 году, как раз после бурной дискуссии относительно северо-западного диалекта башкирского языка на территории северо-западного Башкортостана. И эта дискуссия была в Уфе. Застрельщиком тут выступил филолог Тагир Баишев. Ранее мы делали материал о нем. Итак, 1959 год в Благоварском районе было 28% татар и 35% башкир. На этом башкирские этномародеры не остановились и в 1970 году продолжили свое бессовестное дело. Теперь татар стало 21%, а башкир 46%. Как видите, соотношение кардинально поменялось. Теперь башкир стало в 2 раза больше, чем татар. По результатам переписи 1979 года соотношение между татарами и башкирами сохранялось. 23% татар, 45% башкир. Соотношение, еще раз, то же самое. Башкир в 2 раза больше, чем татар. Перепись 1970 и 1979 годов – это перепись времен правления Башкирии
Мидхата Шакирова. Знаете ли, своеобразная личность. Сам-то он по происхождению из татар будет, но ради власти решил и охамелеониться. Заодно решил и татар Башкортостана переписать башкир. Его затея убашкирить татар ни к чему хорошему не привела, и в конце 80-х годов его убрали с руководства Башкортостана. И во время переписи населения 1989 года численность башкир в Благоварском районе обвалилась. Переписчики насчитали 60% татар и всего лишь 8% башкир. Татар стало почти в 7,5 раз больше. Да, такое соотношение даже больше, чем было в 1939 году. Башкирская власть делала вид, что татары башкиризируются, но на самом деле-то внутри башкиры отатаривались. Пока в это время уфимские партийные шишки каждую перепись занимались бумажным самоуспокоением. Перепись 2002 года была проведена при президенте Башкортостана Муртазе Рахимове. Но тут все понятно. Опять новая волна бумажной башкиризации татар. В 2010 году рахимовские переписчики татар, башкиры уже действовали по инерции. И все так же продолжали делать свое гадкое дело. А что сегодня, в 2021 году, делают уфимские начальники, когда наведываются в гости в Благоварский район? Лично я, конечно, таким неприятием татарского населения сталкиваюсь впервые. Вот, посмотрите на эти фотографии, как встречают делегацию Всемирного Курултая башкир в Благоварском районе во время Шежера Байрама. Красивые девушки и парни одеты лишь в башкирские национальные костюмы. Ритуал гостеприимства исключительно башкирский. Нет ни намека, что в этом районе вообще-то еще и татары проживают, которых еще не успели переписать в башкиры, или из которых еще не успели сделать отдельную мишарскую нацию. О чем говорит отсутствие татарок во время такого официального мероприятия? Власти Башкортостана дали полное разрешение Всемирному Курултаю башкир и его идеологам и функционерам вычеркнуть, стереть с лица земли, чертовой матери, татар Благоварского района. И все это происходит в 21 веке. Между прочим, по данным 2011 года известно, что в Благоварском районе проживает 52% татар и 7% башкир. К сожалению, гиперссылка на источник этой информации сегодня недоступна. Видимо, малевичи готовятся к переписи и подчищают неудобную для них информацию. Но, например, ВКонтакте есть сообщество, посвященное жителям Благоварского района. Там недавно прошел опрос подписчиков, в котором поучаствовали более 1100 человек. И вы знаете, татарами себя назвали более 79% человек, тогда как башкирами около 6% опрошенных. А теперь перейдем непосредственно к самому генералу Хаджи Ахмету Ишбулатову. Итак, кто он по своему происхождению? Этномародеры пытаются затащить генерала Хаджи Ахмета сразу в несколько своих фейковых башкирских племен. Вот, например, что пишет этномародер Рустем Таймасов. Согласно Шежере Ишбулатовых, сын основателя рода Надер в конце 17 века на территории современного Благоварского района Башкортостана основал аул Удрякбаш на вотчинной земле башкир рода Сарайламинг. До этого, как сообщает предание, Надер и его отец Ишбулат проживали в селе Иткинеево современного Янаульского района Башкортостана. Отметим, что данное селение населяют башкиры рода Уран. Следовательно, Ишбулатовы по происхождению были башкирами-уранцами. Дуслар Ипташлер, если нам, этномародеры, толдычат, мол, та или иная деревня была вотчиной того или иного башкирского племени, то вы знаете, что мы делаем? Правильно, открываем книгу татары Уфимского уезда и смотрим, кто же на самом деле проживал в деревне Иткинеево. Допустим, что родовая деревня Ишбулатовых – деревня Иткинеево, хотя чуть позже мы еще разберемся с этим. Итак, кто проживал в деревне Иткинеево? Вторая перепись населения в виде ревизской сказки в 1747 году в деревне Иткинеево, которая упоминается как деревня Иткинины, что на речке Аркаче, фиксирует тут ясачных татар. Также ясачных татар фиксируют в деревне Иткинины, Иткинеево и во время третьей ревизской сказки в 1762 году. Где тут племя уранцев? Вы что, у кого-то кумыс перебродил?
Ладно, с деревней происхождения генерала Ишбулатова мы вроде как разобрались. А что насчет непосредственно самого рода Ишбулатовых? Откуда они? Тут мы обратились к книге татарского краеведа из Башкортостана Филюзы Ишбулатовой. Книга называется «Удрякбаш. История, начатая родом Ишбулата». Итак, более-менее начало истории рода Ишбулатовых можно отнести к его предку, к 85-летнему Ишбулату Мамякову, которого зафиксировала перепись населения в виде ревизской сказки в 1722 году в деревне, которая называется Ишбулатово, что на речке Евбазе. 85-летний Ишбулат Мамяков вместе с сыновьями Кадыром, известен как Надер, Мусой и Абдулкаримом, числятся как служилые татары. В последующих ревизиях потомки Ишбулата Мамякова учтены в деревне Удрякбаш мещеряками. А мещеряки, мишари – это, как известно, субэтнос татар Поволжья и Приуралья. Ни в каком селе Иткинеево Ишбулатовы не проживали и отнесены к башкирскому роду Уран быть не могут, исходя из архивных материалов. Филюза Ишбулатова раскопала интересные сведения, как предки генерала Ишбулатова были связаны с Казанью. Есть сведения, что деда Ишбулата Мамякова звали Казак, который родился примерно в 1590-х годах. Он основал неподалеку от деревни Удрякбаш деревню Казаково. Сын репрессированного удрякбашевца Резвана Ахуновича Мидхат Ишбулатов в своей книге «Шажере», изданной в Казани в 2014 году, писал: «После взятия Казани в 1552 году войсками Ивана Грозного наш род разделился на две фамилии – Казак и Ишбулат. А между прочим, представитель рода Казак, купец Мухамеджан Казаков, построил в Казани знаменитую, но в свое время уже разрушенную Казаковскую мечеть. Это примерно рядом с перекрестком улиц Татарстана и Московская». Единственный аргумент, который используют Асылгужин и подобные ему этномародеры, рассказывая о башкирском происхождении генерала Ишбулатова, это его личная карточка, составленная в 1917 году во время сельскохозяйственной переписи населения. Напротив графы «национальность» указано «баш», то есть сокращение от слова «башкир». Однако историки и краеведы из Благовара сомневаются в достоверности данных, полученных в результате сельхозпереписи населения в 1917 году. Сейчас все объясним. Во-первых, сам по себе 1917 год крайне неспокойный год для проведения столь масштабного массового мероприятия, так как в этом году случились две революции, как центральные органы власти, так и власти на местах были в замешательстве. А эта сельхозперепись была проведена вовсе при Временном правительстве, при Александре Керенском. Во-вторых, неизвестна технология сбора информации на местах. Кто заполнял личные карточки? Опрашивали ли личного самого генерала Ишбулатова о его национальности переписчики? Или его национальность записали со слов старост или руководящих чинов деревни Удрякбаш? В-третьих, большевики к переписи населения еще не успели издать свой знаменитый декрет о земле. В стране во время сельхозпереписи все еще сохранялось частное землевладение. Известно, что Ишбулатов был по сословию башкиром, так как обладал обширными землевладениями. Вероятно, поэтому и была оставлена запись, что он башкир, так как подразумевалось, что он в деревне крупный землевладелец, а по сословию башкир. В-четвертых, Временное правительство Керенского сельхозпереписью ставило задачу инвентаризации аграрных ресурсов. Ну, вы знаете, скот, земельные наделы, рабочие руки, численность мужского населения, запасы урожая. Чтобы понять перспективу, ну или отсутствие перспективы, участия России в Первой мировой войне, которая высасывала хозяйственно-экономические ресурсы из страны. Поэтому наиболее приоритетной информацией, которую хотело тогда заполучить государство в ходе проведения сельхозпереписи, это не численность того или иного народа. А давайте теперь взглянем в личную карточку переписи населения уже 1920 года генерала Ишбулатова. Как видите, в графе «национальность» написано, что он мишар, то есть татарин. Но самое главное свидетельство, что генерал Хаджи Ахмед татарин,
оставил национальный герой Башкир, основатель Республики Малая Башкирия и тюрколог Ахмед Заки Валиди. Но прежде чем я представлю доказательства, что генерал Ишбулатов татарин, давайте я все-таки вам расскажу, что такого выдающегося сделал он, Ишбулатов, что с таким аппетитом на него смотрят башкирские этномародеры. Хаджа Ахмед Ишбулатов родился в 1851 году, став 9-м сыном Исхака Ишбулатова, который имел 3 жен и, по всей видимости, был довольно состоятельным человеком. Отец будущего генерала к 1814 году дослужился до чина зауряд сотника, а спустя 4 года получил должность походного старшины. Отметим, что отец Хаджи Ахмета, то есть Исхак Ишбулатов, в своей довольно успешной карьере он был обязан не военными заслугами в период наполеоновских войн с участием России, в которых приняли участие полки башкирско-мещерякского войска. Его успехи заключались в выполнении важных дипломатических миссий в Казахстане на территории младшего Жуза, где совершался процесс вхождения этих земель в состав Российской империи. То есть отец Хаджи Ахмета Ишбулатова участвовал в присоединении казахов к Российской империи. Кстати говоря, башкирский этномиссионер Рафиль Асылгужин запутался в достижениях сына и отца Ишбулатовых, приписав Хаджи Ахмету присоединение младшего Жуза казахов. Очень важно для того, чтобы у нас в дальнейшем рождались такие люди, как генерал Ишбулатов. Мы знаем, да, многие земляки знают, что он был из многодетной семьи, 8 или 9 детей. У отца было несколько жен. То есть он хороший пример для нам, последующим поколениям давал. Он вот вроде из такого аула, из села, да, такой где-то в глубинке, не в столице, но он столько таких выдающихся не подвигов, ну, можно сказать, подвигов совершил. То есть и присоединение младшего Жуза Казахстана, присоединение Средней Азии в состав России, это он тоже участвовал. Исхак Ишбулатов умер в возрасте 73 лет, когда юному Хаджи Ахмету было всего 7 лет. Очевидно, что в семье было очень уважительное отношение к военной службе. Члены семьи Ишбулатовых приняли решение определить Хаджи Ахмета в Оренбургскую Неплюевскую гимназию, чтобы тот смог сделать классическую военную карьеру. В 1896 году, окончив гимназию, он поступил в военное училище и по его окончании в звании прапорщика начал службу в 30-м Полтавском пехотном полку в возрасте 18 лет. Судя по послужному списку Хаджи Ахмета Ишбулатова, его довольно длительная карьера офицера, 37 лет, не была разнообразной, он не участвовал в войнах. Он постепенно поднимался по карьерной лестнице без единого дисциплинарного взыскания, получал установленные сроки очередные звания, занимая различные командные должности. Такая, откровенно говоря, небоевая биография объясняется тем, что Россия при Александре III, на время правления которого пришлось большая часть службы Хаджи Ахмета, не вела военных действий, за исключением скоротечной турецкой кампании 1877-78 годов. В 1908 году Хаджи Ахмет Ишбулатов командир 193-го Ковельского пехотного полка, полковник, но выходит в отставку с чином генерал-майора. Успешное завершение военной службы практически совпало с устройством нормальной семейной жизни. Незадолго до выхода в отставку, ориентировочно 1902-1903 года, Хаджи Ахмет где-то на 51-52 год своей жизни женился на молодой женщине по имени Зайнаб, которая родила ему 3 детей – сыновей Саид Гирея и Рустема, а также дочь Мияссар. Самый безмятежный этап взрослой жизни Хаджи Ахмета Ишбулатова длился менее 8 лет. Летом 1915 года генерал был возвращен на военную службу и определен командиром 146-го пехотного запасного батальона. 7 апреля 1916 года Хаджи Ахмет становится командиром 152-го пехотного запасного батальона, развернутого затем в полк, расквартированного в Белебее Уфимской губернии. Именно здесь он встретил февральскую революцию и пережил кошмарные для кадрового офицера события 1917 года, уничтожившие прежнюю царскую армию. 1918 год. Гражданская война в полном разгаре. Команда башкирских деятелей во главе с Ахмед Заки Валиди
Со второй декады июня 1918 года развернула активную организационную деятельность, образовав управляющую структуру штаб башкирского войска или Башкирский военный совет. 10 июля Хаджи Ахмед получил первое предложение от Башкирского военного совета явиться в Челябинск для принятия участия в формировании башкирских войск и руководства ими. Спустя 2 дня совет направил ему еще одно приглашение, уточнив, что войскам необходимы командиры бригады и дивизии. Генерал-майор Ишбулатов проигнорировал приглашение Ахмед-Заки Валиди. В второй половине июля 1918 года Заки Валиди одновременно являлся и лидером башправительства. Он телеграфировал своему представителю в Уфе: «Немедленно разыщите и отправьте в Челябинск Акчулпанова, генерала Ишбулатова, Бекметова, Султановых и других, чтобы стать во главе вновь формируемых башкирских полков и дивизий». К началу сентября Башкирскому военному совету удалось убедить Хаджи Ахмеда приехать из Удрякбаша. И 7 сентября он оказался в Оренбурге, но принял генерал уже не дивизию, как предполагалось ранее, а целый корпус, сделав тем самым головокружительный скачок в своей длительной военной карьере. В конце сентября, начале октября 1918 года полки Ишбулатова приняли участие в боях на Орском фронте, в сражениях по взятию Орска и в районе станции Сары. Башкирские части проявили себя с наилучшей стороны. В дальнейшем Ахмед-Заки Валиди предает белое движение, переходит на сторону большевиков, потом он не найдет общего языка с ними и сбежит в Среднюю Азию к басмачам. Ну а пока он с ними, и вместе с ним на сторону большевиков переходит и бывший царский генерал Ишбулатов. Руководство армии он, конечно, оставил, но домой обратно не уехал, а остался в качестве военного советника Ахмед-Заки Валиди, который занял должность военного комиссара в Башвоенревкоме, аналог предыдущего башправительства. Судя по отрывочным документальным сведениям, генерал выполнял различные организационные задачи, связанные с подготовкой красных башкирских частей. Генерал скончался от болезни в 1921 году в городе Стерлитамак в возрасте 70 лет. Генерал Ишбулатов очень тесно общался с Заки Валиди. Вот какие строчки о нем написал в своих мемуарах воспоминания сам Ахмед-Заки Валиди. Но заодно и для нас оставил важное свидетельство о национальности генерала. Из татар к нашей армии примкнули и верно служили в ней генерал Ишбулатов, полковник Бекмаев, братья Терегуловы, Ильяс Алкин, Ян Бухтин, Чанышев, Суюндуков. В книге Валиди можно найти интересную историю, которая случилась с ним и генералом Ишбулатовым. В принципе, эта история очень наглядно показывает нам, как себе представлял Заки Валиди генерала Ишбулатова. Заодно какое-то недоверие, пренебрежение, что ли, к казанским татарам со стороны Заки Валиди. Это тоже чувствуется. В общем, Валиди пишет, как однажды вместе с генералом Ишбулатовым устроились они, в общем, в одной гостинице, предназначенной для офицеров армии самарского правительства. И тут солдаты приволокли заворот известного деятеля Казанского татарского театра Габдуллу Кариева. Мол, насмехается над башкирскими воинами. Увидев меня в военной форме среди офицеров, Кариев обратился ко мне, то есть к Заки Валиди, с весьма серьезным обвинением. Ты создал войско и сделал своим ремеслом убийство людей, объявил мобилизацию. Во имя Аллаха, откажись от этого дела, оставь его русским. Рядом со мной стоял генерал Ишбулатов. Он воспринял эти слова как оскорбление поприща, которому он посвятил свою жизнь. И в сильном гневе спросил незнакомого ему Кариева: «Ты из Ваисовых?» Ваисовы составляли общественный круг в Казани, выступавшие против всякой воинской службы. «Нет, не из них», — ответил Кариев. «Тогда, оказывается, ты не ваисист, а пацифист», — продолжал Ишбулатов. Казанские татары и чуваши веками жили под русскими и привыкли считать военные вопросы исключительно их делом. Поэтому большинство из вас против самостоятельного национального войска и идеи собственной автономии.
Вы согласны брать на себя лишь дела религии и просвещения. Если бы вас взяли на военную службу и вы там проповедовали эти свои идеи, я вас тотчас посадил бы в тюрьму, сказал Ишбулатов. Мы, конечно, с большим скепсисом относимся к этому тексту Заки Валиди. В частности, у казанского ученого Марселя Ахмедьянова есть немало критических замечаний к переводу на русский язык книги Заки Валиди. Есть подозрение, что башкирские переводчики изрядно отредактировали и переврали слова Заки Валиди. Ну и во-вторых, Заки Валиди тоже ведь хитер задним умом. Наверняка многие истории и события, произошедшие с ним во время гражданской войны, были им же заметно переосмыслены и переделаны. Мы не можем не сомневаться в степени искренности его слов в книге, но из этого отрывка, из книги про Габдуллу Кариева, можно сделать определенно один очень важный и главный вывод. Татары Уфимской губернии, Казанской губернии участвовали в учреждении современного Башкортостана. И так просто память о вкладе татар в Башкортостан вычеркнуть нельзя.